Перспективы расширения Шанхайской организации сотрудничества обсуждают на побережье Иссык-Куля политологи и эксперты из России и стран Центральной Азии. Главный вопрос на повестке дня – возможное вхождение в ШОС как полноправных членов Индии, Ирана и Пакистана. Сейчас эти страны имеют статус наблюдателей. Аналитики предполагают, что в таком случае организация станет крупнейшим игроком на мировой арене. Произойдет интеграция экономик, многократно возрастет политическое влияние. Нас волнует грузинская проблема. Он перечислил афганская проблема, пакистанская проблема. Если ШОС в его документах будет обговорено решение этих проблем, если страны, наблюдатели и те претенденты на членство в ШОС будут готовы ответить на эти вопросы, пожалуйста, я проголосую первым, если они возьмут на себя ответственность за решение этих вопросов. Но эту теорию развития разделяют не все. Эксперты из Казахстана не отрицают плюсов расширения Шанхайской организации сотрудничества, но указывают на ряд факторов, сдерживающих интеграцию. Определенные противоречия существуют между Россией и Китаем. Пекин считает организацию прежде всего экономической. Москва видит перспективы в военной и политической составляющей сотрудничества. Включение в ШОС новых членов, таких как Индия, Иран и Пакистан, отношения между которыми также далеко не безоблачны, может даже ухудшить положение дел. Имея членами исламские государства, чисто исламские государства Пакистана, Исламскую республику Иран, бороться с религиозным экстремизмом. Довольно сложно, согласитесь. Если мы примем эти государства, то вместе с принятием их в ШОС принесутся их проблемы. И их надо будет решать как-то. А механизмов их решения нет. Иран уже подал заявку на вхождение в ШОС. Эта страна обладает не только ядерной промышленностью, но и развитой экономикой. У этого государства свои интересы и политические амбиции. И решимость Тегерана присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества некоторых экспертов настораживает. Любое государство крупное, которое является действующим актером, в системе международных отношений, будет относиться к Ирану с большим и уважением, и пониманием, и, конечно, осторожностью. Потому что любое государство, которое набирает обороты, силу, экономическую, военную, оно рано или поздно может заявить о некоторых своих амбициях. Рекомендации экспертов по развитию и расширению Шанхайской организации сотрудничества будут отражены в документах, представленных на рассмотрение лидерам ШОС. Возможно, озвученные предложения и теории лягут в основы программы развития организации.